Всех приветствуем! Сегодня из района Реколета. Супермаркет Супер Сейс, и отсюда мы и начнем сегодняшнюю прогулку. Мы находимся на пересечении Авенида Република Аргентина и Факундо Машин. Когда-то был фэншуй с мостиком, а теперь продается. 430 квадратных метров площадь дома и 1200 квадратных метров площадь участка. Kia предлагают брать машину сегодня, а первый платеж через 90 дней вносить. Это не отель, не комплекс отдыха. Это место, куда привозят умерших. И здесь родственники провожают в последний путь. В Парагвае очень принято и очень заботятся о том, чтобы в последний путь уйти красиво. Какой необычный дом. Необычным он декором, очень напомнил наш родной российско-украинский вариант оформления. Сегодня очень ветрено, и хоть немножко прохладный ветер сбил жару, потому что вчера было прям экстремально жарко, температура была за 40, а весна только началась, первые дни весны. Еще одно интересное дерево. На русском оно называется жакаранда. На зиму листья практически все сбрасывают, остаются вот такие семена, похожие на кастаньеты. Какой красивый, антикварный. Неплохой вариант защиты своего дома. Мало кто захочет лезть через кактус. У нас еще такая красота начинает зацветать. Как же много этих орхидей на пальме. А, так пальма еще и полная кокосов наверху, их десятки. Так что и красиво, и вкусно. У нас лаймы можно не покупать, они растут прямо на улице. То есть с голоду, в принципе, не умрешь. Вот свежие плоды гуайабы. Из нее у нас варенье делают, но в свежем виде. Она, конечно, не очень сладкая, так, на любителя, но мне нравится. Вот так выглядит внутри. Я не могу утверждать, что это именно куст жасмина, но пахнет один в один, как жасмин. Ну вот, асфальт закончился, началась брусчатка. Старый жучок стоит. Генератор поставили на случай отключения света, что летом периодически случается, не выдерживают электросети нагрузки, для любителей старины. Вот здесь пока большого количества роскошных особняков нет, но почти все домики очень ухоженные, с большим количеством зелени. Тут есть и совсем небольшие, но до того уютно. Колибри. Вон видно, летает. А вот так растет папайя. У нас она называется мамон. Какое большущее дерево миндальное. И за счет густой кроны и широких листьев оно создает отличную тень. Остается. Получается, на 2 хозяев, у каждого свой вход, свой заезд отдельный.
И отлично своя территория есть. Пусть и небольшая. Ой, как симпатично. Да. Ага. Тут не очень нам рада. В гости пошел, а может к себе домой. Вот как мы уже неоднократно показывали, красивый дом, а рядом по соседству может быть вот так. Ну, понятно, что тут... тут даже дома нет, тут просто участок под продажу, скорее всего. Угу. Это не желтый лопачо, это его родственник, но тоже очень яркий и красивый. Это дерево называется амбай. У него сладкие плоды, но его очень любят муравьи. Затейливое инженерное решение. Да. Сток для воды и прям на голову тротуар, будет, да, на тротуар. Ну, старые таблички, еще столбы железные. Это от района Асунсьона, считается одним из самых старых. Грибы же здесь совсем не популярные и очень-очень редко можно их встретить. Однако, как элемент декора, бывает. Ой, еще один старый жучок красивый. Спокойно прям можно идти посреди дороги, настолько мало машин. Ой, а тут не только жучок старый красивый, тут еще и дом старый красивый. Тут висит гамачок, все как надо. А рядышком продается дом. Вот опять собаки нам не рады. А напротив дома, который продается, вот такой прям почти замок. Ну вот, все собаки нас облаяли. Один лист королевской пальмы. Да, метров 5. Наверное, больше даже, если общая длина и вес. И, соответственно, мачете, мешки для мусора, потом контейнер заказывают. А таких листьев падает с десяток-полтора в год. Ну вот листочек на пальме. А листочек, который уже упал с пальмы, мы показали. Красота. Участок ведь длиной метров 20, наверное. Это все один участок. Получается, и с одной стороны, и с другой. Забор полностью увит лианами. Какие классные! Первый раз никто на меня не гавкает. Такого еще не видели. Со статуей входа. Ну, все, кому не лень, нас облаяли. Даже вот этот мелкий вылез из-под машины, и тот прибежал, так нехотя. Сюда то ли информация еще не дошла о том, что мы здесь никто не лает. Ага. Слышали. Ой, а что ж они сиплые обе? Ладно, ладно. Не теряйте голос окончательно. Пожарная часть. И напомню, что все пожарные у нас добровольцы. Так что государственной пожарной службы нет. Рядом с пожарной частью расположился католический политехнический колледж. Его здание тоже зубчатое, в том же стиле, что и пожарная часть. Красивая какая вилла. Вилла Лилия. Еще из плитки выложена. Здорово.
сразу видно дорого-богато. Тут и львы, и колонны, и машина стоит в окружении колонн. И тут же находится офис нотариуса. Так что быть нотариусом в Парагвае весьма выгодно. Домик совсем маленький, территория у него крошечная, зато колонны. Вот тут видно, что этот тип орхидей, его приматывают на некоторое время, пока не укоренится к дереву, или к стволу, или к пальме. И через некоторое время уже он держится самостоятельно. А вот он, замок с другой стороны. А оказывается-то, это школа. Прикольно. В Угу. форме замка сделали такого старого. Да. Прям настоящая башня наверху. Ну, кто-то себе даже Папу Римского поставил во дворе. А вон и Папа Римский. Перед нами еще одно здание, очень такое стилизованное. Это культурный центр, посвященный индейцам Гуарани, погибшим за освобождение своей родной парагвайской земли в ходе сражения в 1641 году против португальцев и другого индейского племени Тупи, которые прибыли сюда, ну, естественно, с целью захвата. И в память об этом событии, об этой битве и создали этот культурный центр. Ну, хлеба и зрелищ так обычно принято, поэтому зрелище есть, а хлеб тоже имеется. Пиццерия О Соле Мио здесь же находится, и действительно пахнет едой. Вот цветочный магазин, и заодно тут всякий декор делают из сушеных цветов. Ну, получается подряд. Дом практически на углу, который находится, сдается. Рядом с ним продается. И через один еще продается. Поближе я покажу. Ну, соседи с обеих сторон хорошие. Я сначала подумала, что тут никто не живет, и поэтому уже так все сильно заросло. А нет, на втором этаже горит свет. Как интересно сделано, да? В дом подниматься наверх, а для машины гараж вниз. У нас уже продаются, но вживую, на практике я вижу первый раз солнечные панели. Вот кому интересна солнечная энергия, поближе и с другой стороны, так лучше видно. Еще покажу. И нет ни одного окна. Ни забора, ничего нет. Вот этот дом напротив тоже продается. Первый многоквартирный дом, который нам в этом районе попался. Широкий балкон на каждом этаже, так, у каждой квартиры, окна в пол. А у кого-то пари есть для того, чтобы мясо на балконе жарить, но не у всех. Тут въезд для машины есть, а вход вот такой, с деревянными колоннами, цветущей аркой, королевскими пальмами. Очень высокое дерево манго, и уже начинают падать. Кактус выше проводов. И ему в заборе оставили даже вот специальное место.
Вот еще один домик, который продается. Ну, судя по всему, тут давно уже никто не живет. Немножко такой запущенный. Такой большой дом в немецком стиле. Ну, он на 2 хозяина получается. И да, с правой стороны стоит машина, горит свет, то есть жилая. А слева никого и ничего. Колоритно. Огромные керамические горшки, птички. Они такие крикливые, очень характерные звуки издают. Ни с кем другим не спутаешь. Еще один контраст. Такой немножко некрашенный дом, а за ним новая многоквартирная высотка из 2 корпусов состоящая. Какие Харлеи. Да. Как голуби облюбовали. И на крыше сидят, и на трубе. Вышли мы на пересечение Крус дель Чако и де лас Пальмерас. И на углу большой жилой комплекс находится. И обратите внимание, на каждом этаже, абсолютно на всех этажах, на балконах стоит паррilla для того, чтобы жарить мясо. Что мясо в Парагвае это святое. Продает хозяин, 1080 квадратных метров. А тут как вообще, это как интересно, стеклянные двери есть, охрана есть, а стен толком нет, крыши тоже нет. Тут внизу сдается торговая площадь. Получается, сдается с этой стороны. Домики. Сдается и с этой стороны. Интересно, номер дома 4 единички. Я думаю, тут и комментарии не нужны. Это не стоит. Ресторан Эль Вьехо Марино, Старый моряк. Тут очень стилизованный, одна лодка. И вон наверху выставлено меню. Какие там цены нету? Есть внизу цена 75 тысяч. Цена действительно со среды по субботу. Так что получается закуски, основное блюдо и десерты. Обеденное меню. Это жилой комплекс на весь квартал растянулся, но сдается, а по соседству продается. О, к дому бесплатно телевизор прилагается. Ну да. Кактусы уже доросли прямо до потолка. И основную часть отрезали, а остальные нагнулись в бок. Как интересно. Старое какое дерево. Везде кактусы тут. Прям везде. У Vecinos en Alerta предупреждение, что в этом районе все контролируется камерами. Очень хорошо для безопасности. Улыбнитесь, мы вас снимаем. Так что не только я снимаю, но и меня сейчас снимают. И вот еще продается дом. Рядом сдается. Что, кто хочет приехать и снять жилье в самом центре Асунсьона, в хороших районах, то, как видите, вариантов много. Хозяин продает дома в Виа-Море 5 спален, 2 участка, $260 тысяч. Очередь за мороженым. Человек 6. Машина клининговой компании. И чистка ковров, диванов, кресел, стульев, разных покрытий, мойка автомобилей. И обработка от разных вредителей, дезинфекция, покраска
там сад, все подряд. Мгм. садовое. Много услуг. Будем сегодняшнюю прогулку завершать. Пока мы ходили, холодный ветер сбил температуру и прям уже так прохладно стало. Всем приятного просмотра и до новых встреч!